Сегодня я хочу обратиться к выпускникам 4-го курса Академии МВД, молодым офицерам, которые в эти дни уезжают на стажировку в территориальные органы по всей стране. Я помню свой выпускной год, желание поскорее надеть заслуженные офицерские погоны, желание оправдать надежды людей, желание служить и защищать честно и гордо. Вы – будущее правоохранительной системы, на вас будут равняться. Мне сложно представить, каково вам сегодня, начинать свою службу в год, когда ориентиры потеряны, когда то, ради чего вы шли учиться, перевернулось с ног на голову. Но любое испытание – это еще и возможность проявить себя с лучшей стороны. Вам будут предлагать забыть законы, которые вы изучали 4 года, говоря, что теория далека от практики. Некоторые начальники скажут, что у вас нет опыта. Но «так надо» и «все так делают» не должно быть для вас аргументом. Найдите в себе силы и мужество сказать «нет». Вы больше не курсант, вы самостоятельный сотрудник, принимающий решения и несущий ответственность за свои действия. Отказаться исполнять преступный приказ – это не просто ваше право, это ваша обязанность. Если вы не согласны с приказом начальника, требуйте изложить этот приказ в письменном виде. Начальнику нечего бояться, он с легкостью это сделает, ничего личного. Это нормальный рабочий вопрос. Каждый раз, когда вы будете сомневаться в виновности человека, помните про презумпцию невиновности. Каждый раз, столкнувшись с несправедливостью, представьте, что так могут поступить с вашими родителями, друзьями, бабушками и дедушками. Каждый раз, когда вам будут предлагать действовать не по закону, вспомните лекции и семинары по уголовному и административному праву и процессу. Как бы вы ответили на экзамене? Сегодня экзамен у вас принимает сама жизнь. Сегодня вы делаете выбор, который совершенно точно отразится на вашем будущем. И еще, наверное, это главное. Всегда помните о людях, о тех, кому вы служите. Ставьте на первое место их, а не начальство, ваших простых, беззащитных, но родных жителей поселка, города и района. Уважайте простых людей вне зависимости от того, почему они оказались в РОВД. Работайте справедливо, гуманно и честно, по закону. И тогда вам не стыдно будет смотреть им всем в глаза. Вы – часть общества, и ваша жизнь и карьера продлятся гораздо дольше, чем то беззаконие, которое сегодня происходит на нашей родной земле. Начинайте выстраивать отношения с людьми уже сейчас. Именно люди – гарантия вашего будущего, а не ваш начальник. Именно их мнение будут спрашивать, когда преступный режим падет. Протяните руку помощи и защитите. Такие поступки запоминаются. Именно благодаря таким поступкам достойных офицеров у нас будет шанс восстановить доверие между сотрудниками и гражданами. Вам предстоит много работы в Новой Беларуси. Начинайте ее уже сейчас. Начинайте с выстраивания отношений с людьми. Что именно вы можете сделать? Вы новый сотрудник. Проявите инициативу и познакомьтесь с людьми, которые живут в вашем районе или на участке. Неважно, опер вы или участковый. Почему важно провести такую встречу? Чтобы понять реальную картину и настроение людей. Нас все время разделяют. Вам, сотрудникам, не дают общаться с гражданами. Вам внушают, что люди вас ненавидят, что они требуют люстраций и массовых казней. Вам рисуют картинки, что завтра придет новая власть и всех уволит. Но это не так. Работая над реформой ОВД, я общаюсь с людьми по всей стране на закрытых и открытых площадках. И когда я стала организовывать такие форумы, я тоже думала, что люди будут приходить с требованием массовых люстраций. Но нет. Белорусы хотят не этого, они хотят справедливости. Они хотят говорить и быть услышанными. Они вовсе не такие кровожадные, какими рискует их вам верхушка МВД по приказу нелегитимного. Они такие же, как вы. Мы все едины. Как организовать такую встречу? Вы можете использовать помещение местной библиотеки или школы. Расскажите заранее о том, что, например, в следующую субботу вы, новый сотрудник, хотите встретиться с гражданами. Объясните, что встреча эта будет организована, чтобы познакомиться, понять, что беспокоит людей, независимо от их политических взглядов. Не отбирайте на встречу каких-то специальных людей. Действуйте честно с самого начала. Это работает. Составьте план встречи, представьтесь, расскажите о себе, поблагодарите людей за то, что они пришли.
Дайте каждому высказаться, установите регламент, например, 3 минуты в зависимости от количества желающих поговорить. Так вы узнаете, что действительно волнует сегодня людей именно в вашем городе, поселке или районе. Не от пропагандистов и политинформаторов, а лично. Запишите вопросы на лист бумаги. Честно скажите, если на какие-то из них у вас нет ответа. И договоритесь о дальнейших шагах. Например, еще одной встрече через неделю, где вы постараетесь представить ответы на вопросы. Поделитесь контактами и как с вами можно связаться в случае чего. Покажите людям, что и милиция не такие звери, какими их рисует пропаганда. Так вы начнете выстраивать тонкий мостик доверия. Это гораздо важнее, чем все остальные задания на вашей стажировке. Встречу можно организовать онлайн, по Zoom, например, но лучше все-таки лично. Такие встречи регламентированы действующим законодательством и являются частью профилактической деятельности сотрудника органов внутренних дел. Провести их, кстати, может не только молодой сотрудник, но и те, кто работает давно. Может быть, так мы сможем повернуться друг к другу лицом и начать уменьшать ту пропасть, которую искусственно создал диктаторский режим между государственными служащими и гражданами. Нам просто нужно начать говорить друг с другом. Ведь 2021 год – это год народного единства, не так ли? Что еще вы можете сделать? Посмотреть на систему свежим взглядом, увидеть и понять, что работает, а что стоило бы улучшить и изменить. Ваше мнение будет очень важно для будущего процесса реформирования ОВД. Я желаю всем выпускникам Академии с честью начать свою службу. И искренне мечтаю, чтобы вы гордились своей профессией и были примером офицерской чести в новой Беларуси.